Добрый вечер. Время новостей. Вы смотрите «Заман». В Симферополе ограбили редакцию крымско-татарской газеты «Яна Дунья». Злоумышленники вынесли 5 рабочих компьютеров и электронный архив газеты. Подробнее в сюжете. Понедельник – день тяжелый. Для сотрудников крымско-татарской газеты «Яна Дунья» он начался с новости о краже из редакции рабочих компьютеров. Утром сотрудники не нашли ключ от второго этажа здания газеты, где находились компьютеры корреспондентов и верстальщика. Дверь пришлось открыть запасным ключом. Тогда сотрудники увидели, что их обворовали. Я открыл входную дверь, зашел сюда, а эта дверь тоже была закрыта на замок, обе двери. Я внутреннюю дверь толкнул, а через решетку смотрю, нет ничего. Компьютеры, вещи, все перевернуто, бумаги раскиданы. Сотрудники сразу вызвали полицию, однако она приехала только вечером. Правоохранители приняли заявление, возбуждено уголовное дело. При этом входить в помещение, которое было ограждено еще и решеткой, ключ от которой пропал, полиция не стала. Только после визита полиции сотрудники смогли сломать замок на решетке и полностью оценить ущерб. Из редакции пропали 5 компьютеров, фотоаппарат и принтер. Пропал даже старый светильник. Несколько очень старых нерабочих компьютеров злоумышленники не стали уносить. Материальный ущерб более 100 тысяч рублей. Такова общая стоимость техники. Но для нас трагично не воровство компьютеров, они были совсем старые, а потеря всего архива газеты. Он хранился на тех компьютерах, которые вынесли. Грабители перерыли даже старые бумаги и подшивки газет, порвали подписные абонементы. Тем не менее, главный редактор Зира Бекирова полагает, что воровство носит бытовой характер. Не вижу политической подоплеки, наверное, обычная кража. Просто газета осталась без техники. Несмотря на происшествие, сотрудники газеты продолжают работать. Корреспонденты пока будут готовить свои материалы дома. В редакции обещают выпустить следующий номер «Яны Дунья» в срок. Госкомнадз, в чем подчинении находится газета, обещала оснастить журналистов необходимой техникой в ближайшее время. Элиф Абдулла, Ахмед Акай, Заман, АТР. Журналисты телеканала АТР в Крыму снова стали персонами нон-грата. Корреспондентов телеканала, работающих в Крыму на законных основаниях с удостоверениями законного СМИ «Квин Медиа», опять не пустили на съемку. На этот раз Крымско-татарская библиотека имени Гаспринского решила прислушаться к письму министра информации Крыма, в котором рекомендуется чиновникам не общаться с работниками АТР. Ранее сообщалось, что журналистам Первого крымско-татарского в Крыму запрещено снимать в государственных, правительственных и культурных учреждениях. Тем временем Жанна, дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, сегодня получила премию польского правительства «Солидарность». 700 тысяч евро она намеревается передать на поддержку благотворительных проектов в Украине, в частности, семьям Небесной Сотни. Также Жанна решила финансово поддержать телеканал АТР. По ее словам, это оплот свободы слова и объективные новости о ситуации на полуострове. Премия «Солидарность» присуждается за выдающуюся деятельность во имя продвижения защиты демократии и гражданских свобод. Лауреат получает статуэтку и 1 миллион евро. В прошлом году премию присудили Мустафе Джемилеву. Суд по делу Таира Смедляева перенесли на 18 августа. Третье по счету заседание по делу активиста, принимавшего участие во встрече экс-главы Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева 3 мая в Армянске, перенесли из-за отсутствия на нем адвоката задержанного. Напомним, Таир Смедляев был арестован 22 октября за участие в акции 3 мая 2014 года. 11 декабря ему сменили меру пресечения с содержания под стражей на поручительство. Адвоката тоже было с утра ранее назначенное заседание, которое, к сожалению, только закончилось, и поэтому по объективным причинам он просто не успел приехать сюда. Каким будет решение, известно только Аллаху. От них можно ожидать все, что угодно. Но я не боюсь. Я на своей родине. 45-летнего жителя Симферопольского района Эдема Эбулисова оштрафовали на 40 тысяч рублей за якобы нападение на бойца Беркута 3 мая 2014 в Армянске. Прокуратура российской администрации Крыма сообщила, осужденный применил безопасное для здоровья насилие в отношении беркутовца, который находился в оцеплении для прекращения якобы незаконного перехода границы гражданскими. В ведомстве отметили, что Эбулисов признал свою вину. В прошлом году 3 мая в Крыму прошли массовые собрания граждан. В этот день в Крым не пустили лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемилева. Я думаю, что эта сумма, она ближе к минимальному пределу. Штраф, эта санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей.
плюс там самое тяжкое наказание до 5 лет лишения свободы. Я полагаю, что справедливо суд подошел к этому вопросу. В принципе, сумма штрафа разумная, ближе к минимальному, к низшему пределу. Прокурор просил 90. Министерство юстиции Украины подготовило 4-й иск против России в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав крымских татар в Крыму. По словам министра юстиции Павла Петренко, на следующей неделе ведомство завершит оформление доказательной базы жалобы. Ранее Украина уже подавала в Европейский суд по правам человека 3 иска против России в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе. Мова йде про нові факти порушень прав людини на території Криму, в першу чергу прав нашого корінного українського народу, кримських татар, які там проживають, які зараз найбільше потерпають від переслідувань з боку окупаційної влади. Ми ставимо питання перед Європейським судом про наявність політичних мотивів переслідування. Координационный совет по вопросам Крыма создадут при Министерстве юстиции Украины. В его состав войдут правозащитники и представители Меджлиса. Будут сотрудничать с агентством по вопросам Крыма, собираться на совет еженедельно. На первом заседании обсудят создание мобильных групп нотариусов. Юристы будут работать в пунктах пропуска, поэтому крымчане, которые хотят получить украинские документы, свидетельства о рождении или о смерти, смогут это сделать. Чтобы ускорить процесс, предлагают подавать заявку на сайте Минюста. Его переведут на крымско-татарский язик. Люди дуже відчутливо відносяться до того, чи взагалі демонструє держава свою увагу і свою турботу до тих, які опинилися на окупованій території. Более 720 тысяч гривен за уничтоженную военную технику боевиков. Такую сумму получили бойцы зоны АТО. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Украины. Кроме того, 67 тысяч военнослужащих и работников вооруженных сил, которые принимали участие в военной операции, получили статус участника боевых действий. На даний час за знищену техніку противника українські військовослужбовці вже отримали більше 724 тисяч гривень. Крім того, бійцям виплачено понад 2,5 мільйона гривень за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділу, а також близько 43 мільйонів гривень за безпосередню участь у виконанні у бойових діях. Украина повторно попросила Россию экстрадировать Хайсера Джемилева, поскольку предыдущий запрос был проигнорирован. Ранее украинский суд приговорил сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева за непредумышленное убийство на 3 года и 8 месяцев. Краснодарский суд также признал Хайсера Джемилева виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Украина подала заявление об экстрадиции, поскольку согласно Европейской конвенции защиты прав человека и статьи 50 Конституции России, никто не может быть осужден дважды за одно деяние. Так называемая самооборона Крыма заявила о задержании подростка с украинской агитацией. Согласно сообщению на их сайте, в минувшие выходные в Симферополе задержали 16-летнего парня, который прогуливался по железнодорожному вокзалу в футболке с трезубцем. Самооборона утверждает, что у подростка изъяли экстремистские печатные материалы. На них якобы есть призывы о возвращении Крыма в Украину. После изъятия украинской пропаганды подростка отпустили домой. А бойцы ОМОНа в Крыму побили участника проекта «Бифуз». В сети появилось видео избиения. Российская администрация полуострова ранее запретила проведение фестиваля «Бифуз», который стал альтернативой Казантипу. 1 августа в Поповке российские силовики перекрыли доступы на территорию «Бифуз» и блокировали дороги. Организаторы проекта намереваются судиться с российскими властями Крыма. Что вы делаете? Вы что, вообще, что ли, совсем? Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал журналистам, что Жерар Депардье всегда нелестно отзывался о Владимире Путине, сообщает Радио Свобода. Ющенко напомнил, что его семья давно знает французского актера, и настоящее отношение Депардье к российскому президенту для него непонятно. На прошлой неделе Жерар Депардье был объявлен персоной нон-грата в Украине на ближайшие 5 лет. Этот человек правильно классифицировал
кто такой Путин. Причем это он говорил десятки раз. С этических мотивов я не буду называть его слова, потому что вы запикаете в эфире. И я считал, что это были его убеждения. Правопреемник авторских прав крымско-татарского классика Эшрефа Шемизаде Айдын Шемизаде готов сотрудничать с Крымско-татарским театром и готов дать согласие на постановку одноименной поэмы о крымско-татарской разведчице, герое Советского Союза Алиме Абденнановой. Но только при условии заключения договора между ним и театром. В театре к сотрудничеству не готовы. Почему, выясняли наши журналисты. Любое использование авторских и смежных прав требует договорных отношений, считает правопреемник литературного наследия крымско-татарского классика Эшрефа Шемизаде, его сын Айдын. Я в любой момент с радостью предоставлю литературный источник театру. Но без договора это не делается. Договор дает мне, наследнику, имущественных и смежных прав, возможность просмотра и одобрения сценической обработки произведений. Без этого, как я уже сказал, в цивилизованном мире никакие права на произведение не передаются. Напомним, намеченная в Крымско-татарском театре на июнь премьера спектакля «Алиме» по мотивам одноименной поэмы крымско-татарского поэта Эшрефа Шемизаде, посвященного легендарной разведчице Алиме Абденнановой, не состоялась. Причина – конфликт между директором Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра Белялом Беляловым и сыном автора поэмы Айдыном Шемизаде по поводу законности использования литературного материала без разрешения преемника авторских прав. Потом, значит, в феврале этого года, 15-го, был телефонный разговор с директором Крымско-татарского музыкального театра Беляловым. Я сказал Белялову, что как обладатель авторских прав на произведение Эшрефа Шемизаде я дам разрешение на сценическую обработку поэмы «Алиме» и постановку спектакля с удовольствием, с радостью, но должен быть заключен договор между мной и театром. Это норма. Почему-то Белялов ответил, что он отказывается в таком случае от намерения ставить спектакль по поэме «Алиме». Конфликт вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Одни обвиняют сына классика в желании получить с театра деньги, другие, наоборот, поддерживают его. Сам правопреемник ссылается на закон об авторском и смежном праве, в котором прописано, что в течение 70 лет после кончины автора произведения принадлежат его наследникам, и без их разрешения нельзя ничего использовать, тем более изменять, произвольно искажать и так далее. Правопреемник настаивает на том, что сценическая переделка поэмы лишь усугубляет нарушение закона. Директор Крымско-татарского театра Белял Белялов от комментариев по данному поводу отказался. Нам не о чем говорить, потому что нет предмета разговора. Пьеса не выпущена, спектакль не выпущен. Если он был бы выпущен, тогда нет предмета конфликта просто, нечего показывать. Спектакль не поставлен, поэтому говорить не о чем. Вот и все. Если ребенок не родился, о чем говорить? По словам бывшего пресс-атташе театра Арзы Селим, за годы работы театра таких ситуаций не было. И подобный конфликт впервые. Она также выразила надежду, что правопреемник и директор театра в конце концов найдут общий язык. Да, вы правы, должно быть все по правилам. Авторские права должны быть защищены. Но мне кажется, вот в наших вот крымско-татарских реалиях, когда тут больше как бы такие человеческие отношения должны быть между людьми, и я думаю, что нужно думать все-таки о конечной цели. А конечная цель, чтобы произведение нашего великого Эшрефа Шемизаде, оно прозвучало на сцене, чтобы произведения других классиков тоже звучали. Вот это наша конечная цель. Спектакль об истории разведчицы должен был состояться 16 июня в Крымско-татарском театре. Но за несколько дней до премьеры был снят. Артисты, задействованные в спектакле, до сих пор пребывают в растерянности. Судя по реакции актеров, конечно же, и это понятно, что это труд, это надо выучить массу текста, это нужно вжиться в эти образы, это все понятно, это все работа, которая,
начинается, и люди уже готовятся к ней как-то. Поэтому в этом плане актеров, конечно, можно понять. Не хочу брать ничью сторону. Я думаю, что все-таки это такой надуманный какой-то конфликт. Мне кажется, что нужно все-таки понимать, что произведение должно жить на сцене. Нияра Сулейманова, Нариман Эмиров, Заман, АТР. Это все новости на этот час. Больше расскажет Шевкет Наматулаев в 21:30. Всего доброго.